Всем привет из солнечного Сочи. Утро рабочего дня. А мы направляемся в Красную Поляну. На улице плюс 7 или... Да, плюс 7. Холодно, похолодало. Ноябрь месяц. С утра машин многовато. Все куда-то спешат. А ну да, на работу там. Кто на работу, кто куда, кто в горы. Солнышко светит. Сегодня и на выходные солнечно. Но прохладно. Днем до плюс 15. А утром и вечером плюс 8, плюс 7. А что, уже скоро зима. Зима скоро. Через 20 дней уже и
Зимушка, зима. Красную Поляну мы уже едем, наверное, раз шестой, что ли, за все время, сколько я здесь, в Сочи. Уже больше месяца, да. Аэропорт Адлера. Проезжаем с правой стороны. Начинается ветер, что ли. Вот нам ветра не надо нам ветра. Нам, пожалуйста, без ветра. Давай, газуй, газуй, газуй. Я сейчас догоню.
Не, уже нету. Заправочка Лукойл небольшая. ТТ-4980. Техника что-то стоит всякая. Так, нам сюда направо. Олимпийский парк направо, Красная Поляна налево. Красная Поляна прямо. Это садок. Ну, это дорога через Вантовый мост. Ну, а мы поедем через села здесь. Параллельно дороге той. Есть две дороги в Красную Поляну. Через Вантовый мост. И прямиком здесь параллельно через села. Там Кепша. Что там еще там называются. Так, до первого причала у нас примерно 7 километров. Да, там перед, не перед, а ну, чуть дальше, чем Скайпарк, этот мост.
Красной Поляне смотрел погоду, там +4, +3, то есть на 5 градусов разница с Адлером. Да, Красная Поляна выше, уже туда ближе к горам. Поэтому там, да, там холоднее. А ночью было там написано -1 уже было. Горы Красная Поляна. Но вот эти, которые горы передо мной, они еще не в снегу. Это там дальше. Возможно, уже в снегу. Фрукты продают. Все свеженькое. Все свеженькое. Абхазская. Мандарины. Хурма. Что там еще? Пейхоа. Лимоны абхазские. Типа лайма. Так, что-то маска начинает запотевать. Км уже. Полиция полетела. Пока еще 4 деления держится.
3, все. Деления. Маска запотела, зараза. Может, конечно, когда на мотоцикле едешь, она нормально. Что там ты только газуешь и все. А тут крутишь педали, потеешь. Мотошлем от фирмы Рурок. Качество все такое бомба, да, ну вот потеет маска сама. Очки. Так, тоннельчик небольшой, а там возле Вантового моста этот бесконечный тоннель. Уже не поездишь, уже шапочка там, шлем, похолодало. Вон сейчас уже этот будет Скайпарк.
Фу. КамАЗист вонючий. Вон он. Висит мост. Что-то сколько раз уже проезжаю, не вижу, чтобы кто-то там на нем переходил, катался там он. Или то рано я еду в такое время, спят все еще. Ну а мне что, мне надо до темноты вернуться. По темноте ехать занятия себе так себе. Так, сейчас у нас будет перекур. Так, все, выехали со скайпарка. Едем в поляну. Идем на MTB режиме. На турбо смысла нет. Что тут таких особых подъемов нету. На MTB можно покрутить и согреться, а на турбо спалишь и один аккумулятор, еще пол второго аккумулятора, половину. Тем более при такой погоде, ну вот сейчас ветра нету, да, как в тот раз, но в тот раз было
плюс 18. А, нет, утром, да. Утром было плюс 15. А сейчас плюс 8. Так что... А здесь и местами, наверное, и плюс 2, плюс 3. Так что на MTB лучше покрутим. Вон солнышко уже. Будет тепло днем, но холодно. В Красной Поляне, наверное, где-то плюс 10, а в Адлере плюс 15, плюс 16. Да, разница где-то градусов 5-6. Машину. Некоторые там в ютубе спрашивают, типа, сколько вы дней в году катаетесь на велосипеде? Круглый год. Круглый год, да. Зимой тоже, но зимой, конечно, не так часто. Особенно в горы зимой особо не накатаешь. Там уже снег, скользко все это. Как бы, когда там в городе плюсовая, то там уже в горах минус. Одеваться надо тепло. Туда в горы поднимаешься тепло, а спускаешься дубак. А так, в принципе, зимой с одного города или в другой там город прокатиться можно. Ну вот, например, если Ялта, то Ялта, Лубка, там до Воронцовского дворца. Ялта, Семейск, Коцевели. Ялта, там Утес, Алушта, Гурзуф. Вот так вот, да. А так, в принципе, да, можно круглый год кататься в Крыму. Сильных морозов зимой нету. Где-то там бывает минус 5, там минус 10, где-то там вообще редкость. Это за всю зиму. Ну, дня 3-4. 5 максимум, все. А так 0, минус 2, там, плюс 1, плюс 2. Вот так.
Вон горы. Впереди нас виднеются горы. Но это горы не Красной Поляны. Что за кучи листвы? Это горы, которые возле поселков там. «20 км. До Красной Поляны еще пилять 20 км, да. Пол пути еще. Солнышко. Отель Пасха. Да, сейчас в отельчик, там банька, бассейн, тепло. Но нет, мы едем в Красную Поляну. А водопад Кейва пока еще не так уж холодно, скажем так. Мы едем на водопад, а то потом вообще будет дубак. Ну, именно в Красной Поляне. Так, что там у нас? Небольшой подъемчик, согреться. Ой, не туда съехал. Да, небольшой подъемчик. Ветерочек поддул прохладный. А когда ветер и когда такая температура, плюс 10, там, плюс 8, там, 7 тепла, то батарея садится еще быстрее. Да. Ветер разыгрался.
60. Ограничение по скорости. О, подъемчик этот. Ну, пустой там этот, конечно. А то когда груженные, они еле тянут. Так, ну что, не спеша затащим. 14 километров на подъем. На обычном 6-7. И то, если ветер, то 5 км. Смотри, тут ветер, падла. Собачки он караулят кого-то. Привет! Привет! Еды у нас нет. Собачкам дать. О, одна батарея. Да уж. Скоро переставляться. Что-то поднажмем. Блин, зараза, ветер. Эу, собаки гуляют. Что-то продает мужик на Волге. Так, ну тоннель мы не проедем на одном делении. Надо будет сейчас переставиться там что-то дальше. Сейчас этот тоннель проедем. Ох ты, падла, ветер с тоннеля. Хо-хо-хо.
Все, выехал, ветер утих. Не, он есть, но тоннель, когда въезжаешь, там такой ветруганище. Ох, падла какой. Так, это, по-моему, длинный тоннель. Сейчас станем. Да, это длинный тоннель. Или нет? Или да? Лучше станем.